Приветствую, смотрите, Овны, вы на канале Таро-дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на период с 23 по 29 марта. Мы будем с вами смотреть на круглой колоде прогноз. Покажите мне информацию для Овнов в период с 23 по 29 марта. Недельный прогноз, 5 карт подряд. Ух ты, что-то улетело у нас здесь, прям так. Улетели ожидания у нас с вами. Так, 5 карт подряд. Настроение, личная жизнь, работа, деньги и здоровье Овнов с 23 по 29 марта. Ваше настроение, личная жизнь, работа, деньги, здоровье. Дно колоды Королева Пентаклей. Хорошо. Смотрим кубики. Покажите мне, пожалуйста, информацию для Овнов в период с 23 по 29 марта. Овны. На первое место выходит пятый дом. Пятый дом отвечает за наше сердце, за то, что нам нравится, то, что мы любим. Поэтому, скорее всего, что вот этот период, эта неделя, вам надо будет посвятить своим там хобби, увлечениям, детям. Пятый дом — это дети, это любовь. Поэтому больше вот в этом направлении, скорее всего, будет дела. Знак зодиака Весы, встречи, контакты, общение. И влиять на вас будет Нептун. Ну, Нептун может добавлять, кстати, сейчас же у нас Овен перешел, вернее, Нептун перешел в знак Овна, ваш знак, он долгое-долгое время был в Рыбках, а теперь будет очень долго в вашем знаке. И он может немножко так смягчать, да, ваш этот огонь, потому что Нептун — это вода. Нептун у нас отвечает за воду, за океаны, за моря, за жидкости, поэтому он так будет вас поливать, да, и притушивать ваш огонь, возможно. Может быть, даже сейчас многие чувствуют дискомфорт, потому что энергии поменялись, и вы вот как будто бы можете чувствовать себя, как будто не в своей тарелке. Вот вы даже не можете понять, из-за чего это. Это вот как раз из-за того, что Нептун поменял знак, и сейчас вот он начал свое влияние на вас, и поэтому вам как-то дискомфортно может быть. Ну, через какое-то время вы привыкнете к этому состоянию. Плюс у вас сейчас еще солнышко перешло в ваш знак, да, вот на месяц идут ваши дни рождения. Это тоже добавляет, да, как бы внимание высших сил к вашей персоне, тоже в этом свои нюансы. Поэтому я думаю, что нам сейчас нелегко. Опять же, знаки огня, да, вы оптимисты, поэтому часто вы, в принципе, относитесь к этому, что называется, с пониманием. И сильно прям в депрессию не впадаете. Ну что, поехали, будем разбираться. Значит, ваше настроение, какое оно? Пятерка пентаклей. Ну, есть какое-то разочарование, есть грусть, тоска из-за какой-то потери. Что это за потеря, мы разберемся, когда я открою, ну, в какой сфере, по крайней мере, когда вот мы с вами откроем карты. Но опять же, когда идет солнышко по нашему знаку зодиака, как в вашем случае, когда идет день рождения, то это всегда период непростой, он всегда сопровождается потерями, потому что идет перерождение наше. То есть это могут быть потери по работе, потери в делах, потери в личных отношениях, какие-то в здоровье. То есть у каждого оно бьет по-разному. Потери в составе семьи это даже могут быть в том числе. Сейчас мы разберемся, что это может быть. Ну, такое разочарование какое-то такое, знаете, может быть. Грусть, тоска по этой карте, она может вами ощущаться. Вот вы можете прям тосковать в этот период. Ну, сейчас будем разбираться, что это. Хотя, казалось бы, да, вот ваши дни рождения, должно быть такое предпраздничное настроение, да, всегда, ну, как вот в понимании, да, человека, подготовка к дню рождения, там, поиски, да, вот место, где это мероприятие будет проходить, там, закупки, покупки, там, выбор торта, там, и так далее. Ну, вот не всегда оно все так весело и гладко, как мы себе планируем и хотим. Смотрим по сферам. Личная жизнь. Нет, тут наоборот туз пентаклей. Тут карта возможностей, шансов, удачи, подарков там и так далее. То есть здесь однозначно, если вы одиноки, то есть шанс познакомиться, даже несмотря на это настроение. Если вы в парах, это может быть беременность, кстати, туз пентаклей, может быть пополнение в семье. Это может быть новый этап какой-то в отношениях, потому что туз — это единичка, да, вот что-то сначала, там, новая квартира, да, мы переехали, там, допустим, новый этап в отношениях,
какая-то поездка, в которой мы никогда не были, да, вот новое путешествие, то есть что-то новенькое. Туз Пентаклей — это что-то новенькое, новые возможности для отношений. Поэтому это точно не связано с любовью, вот эти ваши грусть, тоска, которые здесь есть. И, возможно, даже дома у вас настроение будет меняться. Почему? Потому что, смотрите, дно колоды у меня выпала королева Пентаклей. Это ваше внутреннее состояние, то есть у вас есть точка опоры. Тут, если бы и здесь была кубковая карта, да, тогда это была бы водоводная, то есть когда человек плывет. Когда у нас есть внешнее состояние кубковое, да, то есть мы расстроены, мы опечалены, но внутри у нас есть пентакли, земля, а земля — это опора, то, в принципе, мы эти все вот эти ситуации негативные переживаем легче. Поэтому я вот прям, не думаю, что вы прям здесь будете убиты горем. И мне кажется, что это даже будет какие-то моменты. То есть это не будет постоянно, на постоянной основе. Однозначно. Вот, например, дома я не вижу, чтобы вы там страдали. Тут, наоборот, карта очень позитивная. Сейчас гляну туз Пентаклей. Больше это подарок какой для них будет? Материальный или больше это подарок нематериальный по тузу Пентаклей? Одна карта для овнов. Нет, это вот именно связано с любовью. Прям с конкретным человеком. Да. Шанс что-то построить. Изменить в отношениях. Карта влюбленные. Опять же, выбор, новый путь какой-то в отношениях. Туз Пентаклей, новые открытые двери, новые открытые дороги для вас. Поэтому, да, это точно связано с отношениями. То есть это связано с человеком. Это возможность, это шанс от высших сил, привязано к какому-то человеку. В общем, тут хорошо. Смотрим дальше. Работа. Иллюзии, семерка кубков какие-то. Непонимание, что делать, куда бежать, зачем мне это все. Вы можете не видеть каких-то обманов по семерке кубков на работе. Сейчас раскройте мне. Опять же, другой человек. Вы и какой-то император. То есть кто-то, скорее всего, выше вас по положению. Чувства между вами. Интерес, чувства. Любовь или деньги. Выбор. Слушайте, я не знаю, что это за история. То есть мне показывают, что здесь будет стоять, в данном случае семерка кубков — это выбор, карта выбора больше проигрывается. Никак, да, потому что у каждой карты есть много значений. По дуб картам я поняла, что речь идет о выборе. Выбор. И плюс сама карта влюбленная — это тоже карта выбора. Они мне как бы намекнули. Не знаю, выбор сработать, не работать с этим человеком, на него работать, не работать, вступать, не вступать с ним в отношения. Возможно, это у вас знакомство будет, служебный роман как вариант. Опять же, тут смотрите, внимание, да, если у вас все хорошо в паре, да, вот в личной жизни, это не значит, что у вас там появится любовник или любовница, да, у вашего любимого человека. Нет, это не обязательно. Но здесь как вариант, вот особенно если вы одиноки, очень возможно, что у вас могут на работе завязаться отношения, но они идут по иллюзии, понимаете? То есть тут как бы карта говорит, надо выбирать деньги или любовь, то есть работа или отношения. Тут не получится на работе строить отношения, то есть как-то у вас там так устроена работа, что это будет мешать одно другому. Это в принципе мешает, да, одно другому. И вообще считаю, что, опять, это мое личное мнение, да, вы можете быть с ним не согласны, что когда люди работают вместе, пара, у них потом отношения, они переходят в деловые, то есть стирается вот эта грань, да, где есть романтика, где есть близость, потому что вы приходите домой и начинаете обсуждать все вот эти рабочие моменты, вы начинаете спорить, ругаться, да, по поводу работы, потому что это естественные процессы, да, когда у нас разные мнения, мы пытаемся переубедить друг друга. Поэтому работать вместе — это вообще обычно плохая идея, которая ни к чему хорошему не приводит. Бывают исключения, конечно, я же не спорю. Бывает, когда это, наоборот, людей сплочает, помогает, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому тут вам надо будет хорошо подумать, стоит ли вам
переводить эти отношения в какие-то более личные. Тут даже может, смотрите, тут даже может ли речь идти не обязательно прям о любовных отношениях, это просто близкие отношения. То есть вы с кем-то на работе становитесь близки, там приятелями становитесь, друзьями. А тут карта говорит, что это иллюзия, это какой-то неправильный ход, это обман. Ты этим не улучшишь ситуацию. А ну сейчас. Я правильно понимаю, что там речь идет на работе о каком-то человеке, с которым у Овна начинают завязываться более тесные отношения? Я это правильно поняла? Это, кстати, может быть даже и ваш клиент. Я правильно поняла? Да, четкая мысль, правильная мысль. И я правильно поняла, что Овны стоят перед выбором, стоят перед выбором, может быть, сразу на корню оборвать эту близость. Я правильно поняла? То есть у них будет выбор сдружиться или оставить отношения более рабочими такими. Я правильно поняла? То есть они будут стоять перед этим выбором. Да, видите, опять мне эту пару показывают. Вас очень тянет друг к другу. Это какая-то такая, знаете, прям, может быть, даже какая-то кармическая связь. Вот вам хочется вместе вступить в какой-то союз, в альянс, быть напарниками и так далее. А ну, скажите мне, а что будет, если они вступят в это партнерство? И каким будет в дальнейшем работа? Если они соединятся, что будет? Ну, давайте так, берем в основном, что будет. И что будет, если они не сойдутся? Что будет, если они не сойдутся, а останутся в достаточно таких рабочих отношениях? Так, если сойдетесь, каждый потом, между вами будет постоянно конфликт, и каждый будет отстаивать свое мнение. А если не сойдетесь, ситуация останется стабильной. То есть просто вот то, что я вам рассказывала, когда мы кого-то любим, когда мы с кем-то дружим, и мы начинаем с этим человеком работать, потом это превращается в вот это. У тебя такое мнение, у меня другое, и мы с тобой постоянно собачимся из-за этого. Поэтому, если вы не хотите портить отношения с вот этим человеком, то вам не надо сближаться в работе. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Так, смотрим деньги. Хорошая карта, троечка жезлов, карта хорошая, карта перспектив, планов. У вас могут быть какие-то планы на будущее, то есть вы можете себе просчитывать, продумывать какие-то покупки, поездки, развитие, допустим, своих финансов, будете там анализировать, там, что у меня будет через полгода, через год. И троечка это всегда умножение, скажем так, это прибавление финансов, то есть вы получаете больше, чем, допустим, получали в феврале там, или в январе. Поэтому однозначно карта хорошая. Рост доходов идет. Вы скажете, да, откуда, да, там наоборот, там все плохо. Не знаю откуда. Карты показывают. И, скорее всего, это связано именно с вашей деятельностью. Ваши шаги, ваша работа приведет к увеличению дохода. Это никакие не подарки, да, не манна небесная. Это именно поработал, получил. Так, и смотрим здоровье. Троечка кубков. Видите, кубки вода. Вода это душа. Поэтому здесь вопрос к вашему душевному состоянию. В принципе, троечка кубков может говорить о том, что вас будет тянуть в этот период на обжорство, на то, чтобы заесть или запить свои эти переживания. А переживания у вас будут однозначно из-за работы, потому что у вас личная жизнь супер, финансы супер, здоровье нормально, но тут вы сами себе его портите, этими неуемными желаниями себя порадовать чем-то вредным. Вопрос идет только по работе. Здесь 7 кубков. И эта же сфера, она вас и дает вам этот негатив, который мне показывает настроение. То есть здесь вы расстроены из-за работы. Потому что другие сферы, здесь все нормально. Плюс еще Нептун, кстати, если еще Нептун выпадает, то это прям мы не можем себя контролировать. Нас тянет, да, все, там, не знаю, есть, пить без меры. Поэтому обязательно контролируйте это. Часто так устроена психика. Когда мы себя плохо чувствуем, нам хочется что-то вкусненькое, да, там, кто что любит. Кто-то вкусненькое, кто-то горькое, кто-то, там, не знаю, острое. Каждого тянет на свое. То есть заесть или запить этот стресс. Поэтому так, это точно не лучший выход это делать.
Значит, так, считаем совет. Сейчас я буду считать на калькуляторе. 5 плюс 1 плюс 7 плюс 3 и 3. О, получается 19. Слушайте, а 19 это Солнце. Солнце всегда советует нам точно быть на позитиве, не унывать. И Солнце всегда говорит, все будет хорошо. Да, вот главное вот не терять эту веру и надежду. И Солнце это еще про прояснение, про то, что что-то может точно проясниться для тебя. Да, вот знаете, как все расставится по своим местам, разложится по полочкам. Я думаю, это вот связано с вот этими иллюзиями. Вы сейчас находитесь в иллюзиях по 7 кубков, в каком-то самообмане. И вот относительно партнерства двух людей, вас и еще кого-то. И вот эта неделя, она как будто откроет вам глаза, да, вот на это партнерство и поставит вас перед выбором, что теперь делать с этим человеком. Я думаю, здесь вот так проверяется. То есть у вас получается самая такая сфера, это вот, ну, напряженная, назовем так. Это сфера работы. Все остальное здесь, в принципе, хорошо. И я вам скажу, что для периода, когда Солнце идет по вашему знаку, это такой прям супер лайт вариант. Да? Тут могло бы такое повыпадать, понимаете? Но, в принципе, Солнце только заходит, это только первая неделя. Она же будет 4 недели в вашем знаке. Поэтому, ну вот пока, слава богу, первая неделя плюс-минус нормально. Также, овны, обязательно посчитайте себе карту года. Она считается, берется дата, месяц и год, который наступает. Допустим, вот вы родились там 25 марта. Вы берете 2 плюс 5 плюс 3 плюс 2 плюс 2 и плюс 6. Да, суммируете, получается сумма какая-то. За это число отвечает у нас определенный старший аркан. У нас их 22. И вы, да, вот потом, у меня есть видео на канале, я вам оставлю ссылочку, и вы обязательно посмотрите, потому что карта года, она тоже очень важна. Вы можете уже по этой карте понять, какой год вас ждет в целом, более позитивный или более напряженный, и вы уже будете к этому морально готовы. Иногда даже если карта негативная, тоже не надо переживать, паниковать. Иногда просто год проходит спокойно, хотя вот вроде бы карта напряженная. То есть просто, значит, вас как-то вот, что называется, пронесло. Да? Если прошло все спокойно, а карта была напряженная. А может быть, вы были осторожны, да, то есть вы понимали, что год напряженный, вы где-то себя оберегали, вы где-то там лишний шаг какой-то не делали и обошли, да, вот какие-то острые углы. Тоже вполне может быть. Поэтому так. И еще у меня есть видео, называется «Как отметить день рождения». Тоже я вам прикреплю ссылочку. Обязательно посмотрите. Там я рассказываю, что нужно встретить свою солярную минуту. Это архиважно просто. Очень важно, там я рассказываю, как проводить день рождения, что можно делать, что нельзя. И самое важное, это после солярной минуты, она либо в день рождения, либо бывает на день раньше, на день позже. То есть она может смещаться. Там нужно определенным образом провести 12 дней следующий, после вот этой солярной минуты. Тоже, если вы вот все сделаете плюс-минус, да, как я рассказываю, то, опять же, даже если у вас карта года негативная, она вот все будет смягчать. Да, вы, скажем так, вы выстроите себе такое будущее, что оно может смягчить вот эту карту. Ну, то есть, как бы, если все делать как положено, то мы можем эти острые углы обходить. Потому что мы же видим острый угол, что мы будем в него головой биться, правильно? Мы его как бы обходим, да, то есть, или как бы придерживаем рукой этот угол, когда проходим мимо, чтобы не удариться. Ну, то есть, как бы мы уже готовы к каким-то ситуациям. Поэтому так, если вдруг я забуду, вы мне в комментариях напишите. Вы обещали ссылки на день рождения, на карту года. Я прикреплю обязательно, потому что я комментарии всегда читаю, и я увижу. Потому что когда я видео загружаю, да, уже там забыла, время прошло, я же всем пишу прогнозы. Потом иду загружать и забываю. Так что, если что, в комментариях мне напомните. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.